Таджиков предупреждают о тяжелых временах, но у нас еще есть время подготовиться. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. 25 февраля в Таджикистан снова придет неустойчивая погода. Это связано с поступлением массы холодного воздуха со стороны Западной Сибири на территорию республики, сообщает агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. Синоптики отмечают, что в предгорьях Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. В большинстве районов температура атмосферного воздуха понизится до 10-12 градусов. В период по 26 февраля в горных районах республиканского подчинения и на западе Гбао на автомагистралях Душанбе-Чанак, Нурабад-Тавильдара, Душанбе-Харок, Харок-Шугнон, Харок-Рошткала и Харок-Ишкашим ожидается сход снежных лавин. В связи с обильными дождями 25 февраля в предгорьях Хатлонской области, местами в районах республиканского подчинения на западе Гбао ожидаются селевые потоки, сообщают источники. В Душанбе и РРП с 24 вплоть до 28 февраля сохранится облачность. Иногда будет небольшой дождь. Днем температура от 10 до 22 градусов тепла. По ночам от 4 до 9 градусов тепла. Чуть холоднее в долинах. Ночью от -4 до +3. Ветер восточный с переходом на западный. В Худжаде и по Сагдийской области также ожидаются облачность, но осадки днем и в ночное время 25 февраля. Температура днем от 0 до +17 градусов, ночью от -3 до +7. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. В Бахтере и Хатлонской области переменная облачность. Температура немного выше, чем в других регионах страны. Днем от 10 до 25 градусов тепла, ночью от 4 до 9 градусов тепла. 25 февраля временами ожидается дождь, в предгорных районах ожидается снег. Ветер восточный с переходом на западный. Холоднее будет в Хароге и по Горно-Бадахшанской автономной области. Днем от 2 до 6 градусов тепла, ночью от -9 до -2 градусов. 25 и 26 февраля ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Но это не последнее, о чем предупреждают таджиков. Также многих волнуют землетрясения. 23 февраля на территории Республики Таджикистан произошли несколько землетрясений между теми двумя, у которых сообщалось ранее. Произошли еще 6 авторшоков, повторных толчков, сообщила глава пресс-центра комитета ЧАЭС Таджикистана Умеда Юсуфи. Как уже известно, первые толчки произошли в 5:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района на востоке Таджикистана, 400 километров юго-восточнее Душанбе и 30 километров восточнее от Саресского озера. Магнитуда в эпицентре, который находился на глубине 20,5 километров, составила 6,8, сообщила она. Напомним, интенсивность в Хароге составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла. Жертвы и разрушения не зарегистрированы. После этого ощущались авторшоки. В 5:55 эпицентр находился в 86 километров к западу от центра Мургаба. Магнитуда в эпицентре составила 5, и глубина составила 10 километров. В 6:06 эпицентр находился в 103 километрах к западу от центра Мургаба. Магнитуда в эпицентре составила 4,5, глубина 10 километров. В 6:36 эпицентр находился в 60 километрах к западу от центра Мургаба. Магнитуда в эпицентре составила почти 5, глубина 10 километров. В 7:07 эпицентр находился в 64 километрах к северо-западу от центра Мургаба. Магнитуда в эпицентре составила 4,8, глубина 10 километров. В 7:18 эпицентр находился в 77 километрах к западу от центра Мургаба. Магнитуда в эпицентре составила 4,7, глубина 10. В 11:50 эпицентр находился северо-западнее от центра Мургаба. Магнитуда в эпицентре составила 4,5, глубина 10 километров. В 13:01 магнитуда в эпицентре составила 4,7, глубина 10 километров. По словам Юсуфи, необходимо отметить, что эпицентр землетрясений находится в горах и в безлюдной населенной местности между центром Мургабского района и Саресским озером. Система мониторинга и раннего оповещения на Саресском озере функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды в озеро и ее расход остался без изменений. То есть на сегодняшний день приток составляет 39 кубометров в секунду, а расход 45 кубов в секунду, сообщила глава пресс-центра КЧС.
Напомним, в Таджикистане по данным сайта volcandiscovery.com в течение последнего года произошло свыше 2000 землетрясений, причем 9 из них были с магнитудой 5+. Так, с 8 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года в республике было 2165 землетрясений, причем 9 из них с магнитудой 5+. Из стран Центральной Азии на первом месте по числу землетрясений за год, по данным портала, стоит Казахстан. За этот период там произошло 5134 землетрясений, из них 3 с магнитудой 5+. Вторым идет Узбекистан, 2320, из них 6 магнитудой 5+. В соседнем Кыргызстане за это время произошло 1881 землетрясение, из них 3 с магнитудой 5+. И в Туркменистане 368, из них 1 с магнитудой 5+ землетрясений. По всему миру за этот период зарегистрировано более 64 тысяч землетрясений. Как вы относитесь к таким данным и как вы думаете, стоит ли нам переживать? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!